Одна из инициаторов этого законопроекта, Айнур Алтыбаева, как могла, старалась аккуратно преподнести новый законопроект о политических партиях. Пыталась депутат аргументировать его важность пунктами из национальной стратегии 2040. И тем, что прежняя редакция 99-го года устарела. И тем, что если наше парламентское государство хочет, наконец, сделать партийную систему справедливой, с равными условиями развития для всех партий, основанной на идеологии, а не на авторитете лидеров, а главное, чтобы деятельность и источники финансирования политобъединений были прозрачными, депутаты должны поддержать документ. Предполагается, что в силу закон вступит с 2021 года. И да, теперь, согласно этой редакции, государство должно повесить себе на шею еще и содержание политических партий. Вопросы финансирования из госбюджета мы предлагаем, это те средства не налогоплательщиков, это средства тех политических партий, которые при участии на выборах не достигли установленной законом порога, и их избирательный залог будет перечислен согласно соответствующего действующего законодательства в республиканский бюджет. То есть мы даем возможность, это не деньги налогоплательщиков, еще раз подчеркиваю, это деньги проигравших партий, можно так сказать. Ссылаясь на международную практику, предлагается средства от избирательного залога, которые платят все партии для участия в выборах, раздавать тем политобъединениям, которые набрали определенный процент голосов избирателей. Пусть и не преодолевшие установленный законом порог, не добравшиеся до дележки мандатов. Отметим, что эти пороги разные. Для местных выборов 5%, для парламента пока 9%. Взяв за пример прошлые выборы, депутаты приняли считать. В 2015 году в Джугурку-Кенеш баллотировались 14 партий. Какие-то получили 0,000 сколько-то процентов голосов. Но были еще две партии, которые получили по 2 с небольшим процента. Прошли только 6, а еще 8 не прошли. Залог составляет 5 миллионов. В итоге заключили депутаты, сумма собралась в 40 миллионов сомов. Та, которую гипотетически и надо было бы разделить между 8 партиями. Половину сразу победителю, остаток поделить на остальных пропорционально полученным голосам. Вы, как я понял, хотите эти деньги удержать и не отдавать в бюджет, а разделить между партиями. Далее вы говорите, что финансирование начнете с 2026 года и что эксперты прогнозируют рост экономики. Для начала не надо вуалировать. Эти деньги бюджетные. Не суть, они налогоплательщиков или проигравшей партии. Они будут взяты по факту из бюджета. Наши люди, избиратели, могут через госфинансирование контролировать, откуда финансирование идет. Надо ставить, что нам важнее. Приход во власть чистых партий с чистыми прозрачными источниками финансирования, да? Почему мы должны на этом экономить? Нам нужны стабильные партии. Если мы хотим сильный парламент, нам нужно создать конкурентную среду, сделав для всех партий равные условия. Однако, Айнур Тайчиевна, вы говорите, что в будущем должна быть прозрачная деятельность. Получается, раньше она была непрозрачная? Я тоже считаю, что тогда надо конкретно написать, что правительство это возьмет на себя. Что партии, получившие на выборах, начиная с 1 или 2% голосов, получат финансирование из бюджета. Думаю, тогда мы отойдем от устоявшегося мнения про олигархов. Тогда к кандидатам будет достойное отношение. Думаю, что это действительно позволит партийному устройству продвинуться вперед. Подсчеты, конечно, были условными. Сегодня залог в 5 миллионов, а завтра его снизят до 1 миллиона. И такие предложения сегодня есть. И в 2015 году баллотировалось 14 партий, а в будущем вдруг будет всего 5. Поэтому в законопроекте на самом деле предлагается конкретная ставка финансирования партий, получивших определенные голоса на выборах. А именно в 0,01% из бюджета. И снова начались подсчеты. Примерный бюджет страны 160 миллиардов сомов. 0,01% составит 16 миллионов. Выяснив это к середине дискуссии, депутаты заявили, что с этого и надо было, собственно, начинать. Ведь теперь дело приобретает новый оборот. В законе момент, касающийся финансирования, прописан, и звучит он таким образом. Размер финансирования политической партии с госбюджета определяется в соответствии с законом о республиканском бюджете и не может быть менее 0,01% от размера бюджета на соответствующий год. Это же важный момент. Важно определиться, откуда будут эти деньги. Из ЦИК или из Минфина. Правительство дает отрицательное мнение по этому пункту, чтобы за счет бюджета. Вы правы. Я с вами не спорю, но нужно парламент усиливать. Но отмечу, что законопроект направлен на партийную систему. А люди сейчас все больше критикуют партийное устройство. И все больше говорят о переходе к мажоритарной системе выборов. Я все чаще замечаю, что избиратель хочет голосовать за конкретного кандидата, а не за партию. Финансирование это незначительное. Денег этих ни на что не хватит. Допустим, бюджет не оскудеет, но будет ли толк от этих средств? Будет только больше негативных разговоров. Нужно проводить общественные и парламентские слушания. Вы говорите, провели. И кто пришел на ваши встречи?
встрече. Лидеры партий, а у людей, у народа вы спросили? Вот что мы хотим построить? Как большинство демократических странах, бипартизм, трипартизм или как вот в этом видите, да? Так чуть мелко пошли, а вот глобально, как вы думаете? Ну, я вот как-то вначале обозначила, что мы хотим стать правовым государством. И, наверное, вопросы участия как субъекта политической партии в системе управления государством очень важно. И, конечно же, мы первое, пока государства в Центральной Азии, которые перешли на новую систему управления государством, нам не хватает, возможно, опыта партийного строительства. И вот этот закон, я думаю, что направлен все-таки на построение нового, такого демократического общества в Кыргызской республике. К документу поступило уже 29 предложений и дополнений. Законопроект на этом заседании в режиме первого чтения поддержали не все члены комитета по конституционному законодательству и госустройству. 2 депутатов проголосовали против. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС.